Человеческая жизнь полна слухов. Самая верная трактовка этого понятия, наверное, в том, что речь идет о неподтвержденной фактами информации, бытующей среди группы людей и общества. Слух может распространиться очень быстро и причинить человеку боль, неудобства, в определенных случаях обрадовать его или даже возвысить и сделать его более популярным. По мнению психологов, история жизни человека всегда полна слухов и разговоров, и в этом нет ничего необычного. Прошел слух, что известный певец Пардак Осим повесился, а потом оказалось, что это не больше, чем слух. Или однажды в обществе прошел слух про то, что якобы президент сосватал известную певицу Нузию Караматулло за своего сына, а потом и этот слух не подтвердился. Среди таксистов однажды прошел слух, что цены на бензин выросли. Говорили, будто бензин подорожал на 30-40 дирхамов. Это нас очень огорчило. Я никогда не полагаюсь на слухи, потому что вокруг очень много врут. Я всегда пытаюсь прислушаться к официальной информации, прозвучавшей в СМИ или по телевидению. А я всегда прислушиваюсь к тому, что говорят в народе. Например, я слышала, что цены на продовольствие повысятся. Так и случилось. Народу нельзя не верить. А не верить, я считаю, надо газетам. Вот кто говорит неправду. Обычно слухи, распространяясь из уст в уста, теряют первоначальную форму и превращаются в совершенно новую или другую информацию. Слухи можно разделить на несколько видов. Часть из них больше затрагивает жизнь популярных в народе людей, артистов, певцов, представителей шоу-бизнеса или влиятельных в обществе людей и политиков, таких как президенты и его родственников. Другая часть слухов больше обращена на муссирование различных тем социального характера, касающихся нестабильности в обществе, неких новых угроз или же роста цен, как сказала та женщина. Такого рода слухи могут вселять страх и испуг. Пускают слухи о том, что якобы кто-то предсказал конец света. Странные люди. Их что, Бог послал? А помните, однажды по Душанбе прошел слух, что ночью будет сильное землетрясение. Господи, что было? В час ночи весь город вышел на улицы. Мой бедный муж тогда болел. Так я его на своих плечах выволокла на улицу, обернула его одеялом и стали ждать. Потом нагрянула милиция и всех заставила по домам разойтись. Заходим в дом в 4 утра, включаем телевизор, канал Джаханамо, а там говорят: не верьте слухам. Международные эксперты говорят, что на Западе очень часто идеи для статей журналистов берутся из слухов среди населения. Распространению слухов среди людей также способствуют новые технологии. Сегодня для распространения слухов очень часто используют СМС, интернет-связь. Другое дело, верить им или нет. Практика показывает, что в закрытых обществах или там, где условия для деятельности независимых СМИ ограничены, обычно роль слухов повышается в разы, и щепетильную, важную, интересующую общество информацию за неимением таковой в государственной прессе обычно компенсируют за счет слухов. Например, недавние события на востоке Таджикистана, когда власти ограничивали доступ к информации из первых рук, показали, что общество просто кишит слухами. МВД и Министерство обороны редко шли навстречу с журналистами, и поэтому жители центральных районов республики пытались воссоздать реальную картину событий со слов жителей Рашты. Когда молчат свидетели, на их место приходят сказки. Свидетелем, в свою очередь, в условиях отсутствия официальной информации становится автор той или иной новости. А в нашем обществе, которое достаточно закрытое, а информация труднодоступна, это место занимают слухи. Если мы хотим, чтобы в обществе стало меньше слухов, нужно делать информацию доступной. История показывает, что в условиях закрытости один слух может сильно изменить общество. Многие эксперты считают, что интернет стал сильным ресурсом для распространения слухов. Однако многие признаются, что даже эта глобальная сеть не сможет конкурировать с бабушками, сидящими у вашего подъезда, которые обычно знают все и про всех.